На 137 избирательных участках в регионе проведены внеплановые проверки на предмет нарушений требований пожарной безопасности, таких как неисправность автоматической пожарной сигнализации, отсутствие системы оповещения людей о пожаре, использование первичных средств пожаротушения с истекшим сроком годности. На сегодняшний день 25 нарушений уже устранены. Об этом доложил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Ингушетии Тамерлан Плиев. В целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения выборов президента Российской Федерации спланированы силы и средства РСЧС для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 304 человека личного состава и 45 единиц техники. Из них от МЧС России по республике Ингушетия 15 единиц техники и 150 человек. Разработан график дежурства личного состава управления и подведомственных подразделений на избирательных участках в период проведения выборов президента Российской Федерации. С докладом об обеспечении безопасности в ходе голосования на президентских выборах в Ингушетии выступил заместитель начальника ГУ МВД по республике Руслан Шавгенов. Совместные наряды полиции и Федеральной службы войск Национальной гвардии в круглосуточном режиме обеспечивают охрану помещений ЦИК Республики Ингушетия и 9 территориальных избирательных комиссий городов и районов. В целях подготовки сил и средств подразделения МВД по республике Ингушетия к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств 6 февраля сего года в городе Назрань проведено тактика специальное учение по теме «Организация работы по управлению силами и средствами при проведении мероприятий по пресечению массовых беспорядков и иных противоправных действий в период подготовки и проведения выборов». В системе боевой и служебной подготовки запланировано проведение дополнительных занятий с личным составом органов внутренних дел по изучению избирательного законодательства и тактики действий при несении службы по обеспечению правопорядка на избирательных участках и прилегающей территории. Далее на заседании речь зашла о готовности к сезону паводков, который обычно наступает во второй половине мая, а своего пика достигает в начале июня. При этом в зону подтопления попадает в основном Сунжинский район. По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по республике Ингушетия Аслана Гадиева, комиссия Главного управления МЧС обследовала русло рек, каналов и ливневую канализацию в регионе на предмет их готовности к пропуску паводковых и дождевых вод. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и проведения противопаводковых мероприятий на территории Республики Ингушетия сформирована группировка сил и средств РСЧС. Всего, значит, за республику 1690 человек, 435 единиц техники, плавсредств 5 единиц, в том числе от МЧС личного состава 534 человека, 94 единицы техники, плавсредств 1 единица. В целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Республики Ингушетия, значит, в этом году межведомственной комиссией в период с 20 января по 20 февраля проведено обследование русел рек, каналов и ливневой канализации, находящихся на территории Республики Ингушетия, на предмет готовности их к пропуску паводковых вод и дождевых вод. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в преддверии паводкового сезона поручил до конца марта провести все превентивные мероприятия и устранить выявленные недостатки, чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций. С учетом труднодоступных районов. Поэтому здесь в комплексе это должно быть работать в том числе на взаимодействие с вышестоящим штабом, управлением, так, чтобы привлекать необходимое количество сил и средств, особенно технику. Мы помним там прошлые паводки, когда были оперативно быстро отключена энергетика, то есть это могло привести там, к трагедии, если бы не отключили. В то же самое в свое время отключили газ. После этого сели трубы, все это снесло. На это обращать внимание, поэтому и правительству, и всем должностным лицам на это смотреть. Малейшие есть сомнения, отключайте. Надо думать о региональной системе оповещения. Надо здесь не только внедрять, но и проводить тренировки среди населения. Ну и последним вопросом, пятым вопросом, это утверждение плана работы комиссии на 2018 год. То же самое по плану скажу. План не просто мною подписан, утвержденный документ, как карта сама.
Прошу изучить пояснительную записку к этому плану. Глава Ингушетии отметил, что все недостатки необходимо устранить до 30 марта. Работы должны осуществляться согласно плану мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Республики Ингушетия в 2018 году. Тамерлан Хамхоев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамзан Ахильгов, Новости 24.